Всем привет из солнечного Крыма. Орджоникидзе, Феодосия на связи. Июнь месяц. Маршрут дня к подножию звездопада воспоминаний. Возможно, спустимся на водоем Фундучок. Вот. Держим маршрут, в общем, в ту сторону. Пасмурно. Тучки такие не совсем уж солнечные. Посмотрим. Но вроде бы дождь не обещают. Я пока причину не выяснил, что у меня скрипит. Шатуны или втулка. Ну, больше я склоняюсь к шатунам. Но это надо с великом ехать в Феодосию, чтоб разобрали и смазали. У меня дома просто нету такой смазки. У меня есть только цепь смазывать и все. И всякие там очистители. Так что пока мы скрипим. Но оно бывает такое, даже и пропадает, бац, и нету такого скрипа. Что-то непонятно. Ладно, будем пока скрипеть. Пока не отвалятся шатуны и нечем будет крутить педали. Движемся в сторону Коктебеля по трассе. Сегодня у нас по трассе.
там тучки. Тучки. Турбодень, как обычно. Здесь у меня везде турбодень. Даже я не знаю, куда мне поехать, чтобы был не турбодень. Разве что только если в Судак в одну сторону и потом назад. Но это долго, у меня сейчас только времени нету. Я только могу в одну сторону назад. Летом я обычно делаю так. Меня машиной отвозят с велосипедом в Судак или Новый Свет. Я там катаюсь и потом еду сам назад. Получается 6, ну, если с Нового Света, получается 62 километра. А если в обе стороны ехать, ну это надо опять же, да, это надо рано утром выезжать, брать с собой 3 аккумулятора, ну то есть третий брать с собой в рюкзак. Вот, ну я ж говорю, что летом времени нету на целый день. У меня только время после 3 выехать, после 4 там. Вот так вот. Хотел обогнать, потом увидел, что еду я. И сместился. Вот тут я обычно в Тихую бухту езжу наверх, туда. А сегодня по трассе, да, большая часть. Ну как большая часть. Там потом мы будем еще по горам подниматься до подножия звездопада. Воспоминания. Тихая бухта. Стоят значки везде. Вроде так. Вроде здесь было написано «Тихая». Там с правой стороны стояла табличка. Сейчас небольшой подъемчик. Любовный поворот или тещин язык.
Ох, и скрипит, трещит. Пипец. Идем на подъеме. Тещин язык. Проезжаем. Тещин язык. А еще, кстати, нестандартный маршрут есть. Может, по нему поехать, кстати. Точно, чтобы не ехать по трассе. Поедем сейчас сюда вот. Вот сюда вот. Поедем сейчас. Покажу вам места. Можно было по трассе ехать до самого конца, там сворачивать. А можно поехать сюда по горной дороге, грунтовой. Такой именно прикольный тоже маршрут. Так, что тут у нас? Куда ехать? Заросло все. Сейчас затащим наверх и по хребту поедем в сторону Коктебеля. Ой, провалились маленько. Оп, 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 оп. Тащим, тащим, не сдаваться. Вот, поднялись наверх. Сейчас будет видок такой офигенный. Ух, красота! Можно налево, можно прямо вниз, можно направо. Но нам, конечно, направо. Красотища. Вот такие виды здесь.
заряда батареи позволяет такие делать маршруты. Тут по Коктебелю, по району Коктебеля, все, что рядом, не хватает на турбо с головой. Ой! Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы, получается, едем перпендикулярно трассе, где я сейчас ехал, по асфальту с правой стороны. А мы едем чуток в горах, чуток левее. Красотища. А он сейчас там станем на верху, посмотрим. Сейчас вот сюда заскочим. Вот такая красота здесь. Вот такие виды здесь. Огоневские. Шикарные виды просто. Вон эти. В общем, виноградники. И там дорожка такая есть. И она ведет прям в тихую, короче, бухту. Вон видно, такая эти идут. Полосы такие. Так, поехали дальше. О!
Здорово. Ух ты. Ух. Мотоциклисты стоят. О! О! Тут такие камни здоровые, пипец. О! Ох, красотища! Вид на озеро, засохшее озеро. Ой, тихо. Ну что, поехали на спуск. Так, сидушечку опустили, да? Да, тут такие каменюки. Ух ты, нифига себе камень. Каменюки тут серьезные. Я не знаю, до водоема Фундучок мы успеем или нет, будет видно. Доедем до подножья этого звездопада воспоминаний и посмотрим. Ух ты! Так, сейчас тут будет выезд на дорогу асфальтированную, на трассу. Трассу. Так. Вроде никого нету. Успел.
Страна Коктебель, добро пожаловать! Сейчас нам поворачивать направо. На деревню Наникова. Проехали 10 км. Еще все деления пока что. Да, где-то там пропадет через километров 5. Вон бескрайние просторы виноградников. Гектары, гектары. О! Идем по трассе ровной. Можно и 35 идти, и 40. О, сейчас 38. Разогнались. Какой-то старый заброшенный этот типа колхозная база. Трактора всякие там, зилки, экскаваторы. Да, винограда полно, кусты такие зеленые. Но это, кстати, может быть и не только виноград, а что-то еще не видно, что там растет. Но вроде пока еще ничего. Рано еще. Крымский виноград обычно где-то с июля, там, с какого-то там числа.
Сейчас затащим на озеро, посмотрим. На озеро сюда. Засохшее озеро Бараколь. А тут еще табличка, что-то проезд запрещен. Или что там, ну да. Проезд запрещен. Наверное, к озеру. А чё запрещен? Непонятно. Непонятно. О! Есть, затащили. Вот оно, озеро. Сейчас что-то оно вообще прям бедное. Пересохло все. Пересохло озеро. Ну да, так себе. Сейчас оно летом. Вроде было больше, я проезжал недели-две назад. Прям высохло вот здесь, вот там вот. А нам вон туда ехать дальше, и вон звездопад воспоминаний, вон нам туда подниматься через деревню Наниково. Красотища. По щекам течет. Засыпай, красавица. Мы спускаемся с озера, засохшего озера Бараколь, район Коктебеля. И направляемся к подножию звездопада воспоминаний через деревню Наниково. Никого. Поворачивать так тут опасненько. На спуск идем. Вон он где, звездопад воспоминаний. Вверху самом на горе стоит арка. Белоснежная арка, и на ней написано «Звездопад воспоминаний». Вот тут по трассе можно вжарить 42, 45. Шикардосно. По ровной трассе. Пока все деления.
А сейчас скрипов нету. Ха, пропали. Не скрипит. На Никова. Деревнюшка. Ой. Ой. Мошки летают. Нам сюда. Собаки злые. Айша. Ой. Извините. Извините, я нечаянно наехал. Такая была яма. Тудух. Да, тут все старенькие домики такие, хатынки. Но живут все равно как-то люди. Как-то живут все равно. Он звездопад воспоминаний вверху. Коровы пасутся. Собаки, котики. Ой, боже мой, какая злая. Какая злая собака. Тут ветер. Ну чё, вот и начинается этот подъем до подножья. Ой. До подножья звездопада воспоминаний. Качки. Качки-рачки. Интересно, джип-туры эти феодосийские, они тоже здесь устраивают покатушки туристам? Или они сюда не ездят далеко? Интересно, интересно. Но я, кстати, сколько я сюда ездил? Раза 4 ездил, ни разу не видел. А, кстати, я первый раз только поехал в том году, в октябре. Так что, а в октябре уже особо туристов не было. Так что да, даже скорее всего, что и я и не видел, потому что был октябрь, а сейчас только вот лето, может еще и увижу. Ветерок тут. Поддувает.
Главное, чтобы не было дождя. Что-то капает. Ха-ха. Чтоб потом мы, блин, не выехали отсюда. Ну, вроде дождь не передавали. Чё, ехать, не? Тучки как-то смущают меня. Тучки смущают. Не знаю, рискнуть или нет. Вроде такие тучки не совсем уж и дождевые. А там кто его знает. Что-то капает. Кап-кап-кап. Ехать или не ехать? Ладно, поехали. Рискнем. Пойдет дождь, будем драпать. Так, а тут это я помню, тут не проедешь так. Тут надо перескакивать на другую сторону. О, сейчас перейдем, надо, да, вот сюда вот нам надо на эту сторону, чтобы можно было. Тут просто посередине такой вымыло дождем. И тут именно перескакивать так не очень. О! Ну, наверное, до водоема ехать смысла нету, потому что если пойдет дождь, то я отсюда пока, блин, выйду. Тут будет все в грязи. Доедем просто до подножья. Вид на звездопад воспоминаний снизу. Все обычно на машинах ездят на самый верх и оттуда смотрят. А у нас вид снизу. Ну, скоро, да, доедем до подножья. Но отсюда вид тоже такой именно захватывающий. Надо заснять здесь сейчас. О! Деление пропало, проехали 15 км. Красиво. Ну что, поехали. Ветер, ветер, ветер. Ветер гонит тучи. Куда он их нагонит, интересно знать. О! Сейчас тут будем тащить по щебню. Так, 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 куда нам? Сюда? Лучше взять сюда, да. Ох ты, блин. Неровно чуток. Теперь фиг тронешься, блин. Теперь фиг тронешься. Черт. Сразу не заехал. Теперь не тронешься.
помощника включить надо. Давай, помощник, газуй. Чтоб помощник слабый в последнее время стал. Давай, помощник. Ля, что ты такой вялый, помощник? Давай, тащи. Педали крутит, а толком не помогает. Давай, помощник. Ля, не хочет вообще. Помогать не хочет. Попробуем сейчас здесь стартануть. Ух ты, тихо. О, стартанул. Ого, тут какие пышные эти кусты. Так, а тут сюда надо. Ух ты. Что, дождик начинается или что? Сейчас разворачиваемся и вматываем отсюда. Ну да, что-то капает. Доехали, блин. Хоть доехали до подножья. Чирик-чирик. Чирик-чирик. Да, капает. Все, надо валить. Сейчас он там дальше чуть станем. Пофоткаемся. И валим отсюда. Да, дождик, все, валим. Ну его в баню. Короче, валим. А то что-то сейчас, я чувствую, пойдет дождь еще сильнее. Потом хер отсюда уедешь. Так что маршрут у нас незавершенный остался. Ну и ладно. Приедем в следующий раз. Да. Моросит. Моросит дождик. Так, а тут она сюда лучше. Ну да. Как я сюда ехал. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. О, булыжники такие тут. Ну вот и покатались. Так, это еще хорошо, что я дальше не заехал и там бы начал моросить. Лучше спуститься сейчас уже
да, там именно на звездопаде воспоминаний, там тучка такая. Может, ну здесь, кстати, да, здесь чуть-чуть капает, здесь меньше. А именно в том месте прям туча там такая. Думал, не будет, ну вот там, да, начал уже моросить. Так, а тут нам же спуститься надо как-то. Тут колея такая. О! Так, проедем здесь. Поедем. Куда мы денемся? Ну, все, почти уже спустились. Да, там именно. Да, и здесь тоже капает. Ну его в баню. Лучше валить. Я просто один раз попал под дождь в Тихой бухте. Приехал, пасмурно было, и пошел дождь. Так, а нам куда? А нам прямо, да? Или куда? Вот. И, короче, пошел дождь. И я, короче, не успел. В туалет было мне сходить здесь сейчас. Я, короче, не успел. Пошел дождь, и я начал выезжать. И он и шел. И я, короче, еле, блин, выехал. И я, короче, еле выехал. Весь грязный был, как черт. Там вот такая же примерно дорога грунтовая с глиной. Это была жесть. Так что я не хочу еще раз так попасть в дождь. Да, и тут он капает уже. Ох ты! Не говори, И тут капает тоже. На трассу выехали, это радует. По трассе, по асфальту дождь это так себе, нормально. А вот по грунтам это очень плохо.
Все, едем в Коктебель пить кофе. Ха-ха. Да, дождик моросит и здесь даже. «38». Идем. Сорокет шпарим. Сорок два. Здесь капает собака. Без рук. На подъемчик без рук тащим. 25, 26, 25, 26. Но тут вроде не такие тучи. Вроде. Красота. Бескрайние поля виноградников. Переключиться надо. О! Вот это сила! 45-очка! Красота!
45 стабильно. Ровная дорога. Классно. Все, сейчас будет поворот на Коктебель-Сити. Наверное, сейчас соездим до подножья Карадага на смотровую и с оттуда поедем уже. Вроде здесь не капает. Ох, разогнался, как я мощно. Ох, вот это вид. Ха-ха-ха. Обалдеть. Проезжаем винзавод Коктебель. Но у нас с собой есть не вино, а вода. Фух. Коктебель-Сити. Заправляться нам не надо. Почти полные баки. Красотища какая!
бачу. Он так стал. Сбоку стал. Едем в конец Коктебеля, к смотровой.